Человек рождается свободным. Его свобода в его памяти и его корнях. Чтобы отнять свободу, сперва надо стереть память. Он должен видеть своих предков в кривом зеркале истории. Но горы не терпят кривых зеркал. В бездонном котле времени пропадали народы и люди. Исчезали государства, таяли города, перемешивались судьбы. Но вдруг откуда-то чудом всплывает память и оживает прошлое, горькое и великое. Это старинная серебряная пуговица от серебряной застежки. Такими застежками чеченки украшали свое праздничное платье. Повседневная одежда была проста и минималистична. Ни быт, ни условия жизни, ни подручные материалы не давали возможности для излишеств. Хранительница домашнего очага и вековых горских традиций никак не ассоциируется с кринолинами и кружевами. Повседневные рубахи шили из домашних тканей. Состоятельные семьи одевали своих дочерей и жен в шелка, парчу и бархат. Все аксессуары, аппликации тщательно подбирались по цвету, рисунку и орнаменту. Серебряные пряжки с чернью, застежки, пояс были доступны женщинам из богатых семей. Украшения для нагрудника и пояса заказывали у местных мастеров-ювелиров и дагестанцев. Очень часто цена одного комплекта равнялась стоимости коровы, а это по тем временам было целым состоянием. Амара Заза готовилась к свадьбе. Уже был куплен шифон для головного убора, серебряные застежки нашиты на шелковый нагрудник, а чоха была оторочена каймой из белого дорогого меха. К этой свадьбе готовился весь Дади-юрт. Все знали ее жениха, Бахадара Мюстарга, и все знали историю их любви. В начале XIX века Дади-юрт был богатейшим селом. Его основал Дада из Тейпа-Сонтарой. Жители занимались садоводством, поэтому дома утопали в зелени. Сельское хозяйство и отгонное скотоводство приносили хорошие доходы. За несколько лет до рождения Амаран началась Кавказская война. Формальным поводом послужило вхождение Грузии в состав Российской империи. Северный Кавказ стал рассматриваться как внутренняя территория, а потому должен был быть приведен в соответствие с имперским видением мира. Реально же Кавказ нужен был для выхода на восток. Российская империя, только становясь доминантой в этом регионе, приобретала для Европы стратегическое значение.
Декабрист Лунин писал из своей каторги. Каждый шаг на севере принуждал нас входить в сношения с державами европейскими. Каждый шаг на юге вынуждает входить в сношения с нами. Контроль над Босфором и Дарданеллами обеспечивал выход к Средиземному морю. В таком случае сила русского оружия заставила бы трепетать не только Турцию и Персию, но и европейские государства. Известный российский военный историк того времени, публицист, генерал-майор Ростислав Андреевич Фадеев объясняет более пространно. Было очевидно, что спор за Черное море, за все воды и земли, на которые простирались притязания Турции, рано или поздно, при первом удобном политическом сочетании станет спором европейским. И будет обращен против нас, потому что вопросы о западном влиянии или господстве в Азии не терпят разлада. Соперник там смертелен для европейского могущества. Чье бы влияние не простерлось на эти страны, между которыми были земли без хозяина, как, например, весь Кавказский перешеек, оно стало бы во враждебные отношения к нам. Между тем, владычество на Черном и Каспийских морях, или в случае крайности хоть нейтралитет этих морей, составляет жизненный вопрос для всей южной половины России, от Оки до Крыма, в которой все более и более сосредотачиваются главные силы империи, и личные, и материальные. Быстрое покорение полудиких народов Кавказа, как их называли в то время официально, а неофициально продолжают называть до сих пор, оказалось невозможным. Для армии, победившей Наполеона и считавшей себя освободительницей Европы, это было шоком. Взять Париж и не суметь взять горный аул было похоже на морок. Однако, если бы русские генералы заинтересовались, например, чеченским языком, они бы узнали, что чеченцы вместо «здравствуйте» говорят «марша вогила». Это значит «приходи свободным». Марша вогила. Марша вогила. Марша вогила. Марш вогил. Марша вогила. Марш вогилго. Марша вогила. В 1816 году приказом Александра I, командиром отдельного грузинского корпуса, управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии, был назначен генерал Алексей Петрович Ермолов. Тот самый Ермолов, который вошел в Париж. Надо сказать, что к тому времени в Чечне все еще существовали амазонки. Это о них писал Страбон. Амазонки живут в соседстве с горгорейцами, в северных предгорьях тех частей Кавказских гор, которые называются кировнийскими. Только назывались они здесь по-другому – Мехкари, то есть страж, защитница земли. Это были девочки-первенцы. Считалось, что они обладают магической, сакральной силой, способны приносить благополучие и лечить болезни. Им разрешалось носить мужской головной убор и одежду. Внешне мехкари отличались еще и тем, что сбривали на затылке волосы, чтобы во время битвы враг не смог ухватить их за косы. Если мехкари решали создать семью, они должны были совершить 3 подвига или одолеть 3 врагов. Амарензаза не была мехкари. Не знаю, были ли первенцами Дади Айбика, дочь основателя Дади Юрта, или Айди Жансига, но думаю, это не суть важно. Пока что они готовились к свадьбе своей подруги. Им уже привезли отрезы на платье и серебряные застежки. Айбике очень понравились пуговицы. Дагестанские мастера сделали их особенно изящно. Недаром к ним обращались все народы Кавказа.
А Ермолов с 1818 года начинает осваивать чеченские земли. В чеченской земле, между тем, приступлено к построению крепости, которая по положению своему, стесняя жителей во владении лучшими землями, стоя на удобнейшей дороге к Кавказской линии недалеко от входа через урочище Хан-Кале, названа Грозною. Селу Дади-Юрт не повезло. Он тоже стоял на лучших землях. И там жили чеченцы, которых с таким неистовым фанатизмом ненавидел генерал Ермолов. Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, в особенности деревни, называемые качкалыковскими жителями, коими отогнаны у нас лошади, предположил выгнать их с земель аксаевских, которые занимали они сначала по условию, сделанному с владельцами, а потом, усилившись, удерживали против их воли. При атаке сих деревень, лежащих в твердых и лесистых местах, знал я, что потеря наша должна быть чувствительной, если жители он их не удалят прежде жен своих, детей и имущества, которых защищают они всегда отчаянно, и что понудить их к удалению жен может один только пример ужаса. Этот показательный ужас должен был быть продемонстрирован в Дади-Юрте. О карательной экспедиции узнал какой-то казак. Его имя история, к сожалению, не сохранила, но так говорится в преданиях. Он предупредил жителей села, что через 3 дня их аул будет окружен и сожжен. Старейшины решили, что они спрячут женщин, стариков и детей, а мужчины будут биться до последнего. Но спрятаться не захотел никто. Сложила в сундук свое свадебное платье Амар Энзаза. Вспомнили про подвиги Мехкари, Дади Айбика и Айди Жансига. Благословляли матери своих сыновей. Прощались с мужьями и женами. И только малыши не понимали, что их ждет. Но приходи свободным. А иначе зачем? Зачем нужна жизнь без свободы? Так воспитывали на Кавказе детей. Маша ворила. Марша Ворила. Маша ворила. Марш Ворил. Маша ворила. Marsch Vogelho. Маша ворила. На рассвете 14 сентября 1819 года село было окружено царскими войсками. В всем намерении приказал я войско Донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск, присоединив всех казаков, которых по скорости собрать было возможно, окружить селение Дадан-Юрт, лежащее на тереке. Предложить жителям оставить оное, и, будя станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый почти окружен был высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома,
умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами. Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное. И ни в одном доселе случае не имели мы столько значительной потери, ибо кроме офицеров простиралась она убитыми и ранеными до 200 человек. Со стороны неприятеля все бывшие с оружием истреблены, и число он их не менее могло быть 400 человек. Женщин и детей взято в плен до 140, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования. Но гораздо большее число вырезано было или в домах погибло от действия артиллерии и пожара. Селение состояло из 200 домов. 14 сентября разорено до основания. Так пишет генерал Ермолов. Дади-юрт был стерт с лица земли. Погибла под развалинами минарета Амар-ан-Заза. Погиб ее любимый жених, герой Дади-юрта Бахадр Мюстарк. На штыки казаки подняли Айди Жансигу, которая с кинжалом в руках сражалась за свой аул. В плен взяли всего 140 человек, из них 46 девушки. У чеченцев была традиция в дни свадебных торжеств вести невесту к реке. 46 девушек из Дади-юрта к реке повели царские солдаты. Эти девушки не были невесты, они шли в плен. Под мостом бурлила прозрачная вода Терека. Дади Айбика схватила своего конвоира. Остальные сразу поняли, что надо делать. Вцепившись мертвой хваткой в идущих рядом солдат, они бросились в реку. Последний бой последних защитниц своего села. С тех пор прошло почти 2 века. Дади-юрта больше нет. На его месте стоят надгробные камни и мемориал.
إينام ورح دلا حدها لنيرا هر دنيا غيلا وبحنح أسينا إغيلا ويلا نشي وغينا يرجنا يخسم دلا Однажды на берегу терека под камнем нашли серебряную пуговицу и сделали из нее кольцо. وبحنح أسينا إغيلا ويلا نشي وخينا يرجنا يغسم دلا ليزيو